Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какой мужчина вами интересуется? Кто хочет серьезных отношений с вами? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своем окружении. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какой мужчина мной интересуется? Кто хотел бы со мной серьезных отношений? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какой мужчина хотел бы с вами серьезных отношений. Кто же вами интересуется? Кто этот человек? Так, ну тут два человека, вот один, вот второй. Два человека вами интересуются. Очень сильно интересуются, но один мечтает, и в мечтах он останется, а второй человек, он конкретные действия будет совершать в вашу сторону. Начну я с того, что у вас в прошлом я вижу какие-то отношения, там, где вами, ну просто какой-то джокер вышел, да, кто-то вами играл. Играл очень... Ну, непорядочно, да, непорядочные какие-то отношения были, поведение какое-то было странное, абьюзерское. Вот, как-то с вами плохо поступали. И вы у меня сейчас идете с вот таким огромным ножом, да, с мечом. То есть, кто на вас не посмотрит, вы просто глазами этого человека убиваете, да. Побаиваетесь вы отношений, побаиваетесь вы входить в отношения, страшно, боязно. Но, тем не менее, да, ситуация есть, вы сами себя теперь не понимаете, да, почему тогда никого нету, там никто не подходит, либо кто подходит, там мне не нравится. А на самом деле вы отпугиваете других порядочных, скажем так, мужчин. Они там побаиваются вас, потому что в глазки у вас холодные глаза, холодное сердце. А здесь вам нужно немножечко над собой проработать эту тему. Я вижу, что к вам люди заходят, вами интересуются. Вы очень интересная женщина, девушка. Здесь большой интерес в вашу сторону мужского населения, скажем так, направлен. Но вы такая нет. Нет. Отрезайте, отбревайте, только вот, знаете, глазом поведете, да, и мужчина уже испугался, убежал. Такой момент, да, мужчины слабенькие, да, они иногда побаиваются сильных женщин, но тут даже не в этом дело. А дело в том, что у вас глаза, вместо того, чтобы там блестеть азартом, радостью и счастьем, да, они блестят от холода. Да, вот как будто бы вы не глаза, а две холодные звездочки. Вот это пугает мужчин. То есть они не чувствуют в вас вот этой энергии, да, чтобы там веселиться, знакомиться, любить, счастье, да, вот они этого в вас не чувствуют. А те, кто к вам подкатывает, ну, они такие, знаете, вот там сброд, да, извините за слово, но люди, вот, которые вообще там, им ничего не страшно по жизни, маргиналы, которые вот не для серьезных отношений. Плюс еще момент, вот змея, которая крадется вниз, видите, змея. Возможно, когда-то давно в вашем прошлом был момент, когда ваше женское счастье немножечко, как, знаете, ну, поглазили, либо украли. Энергетически, конечно, да, вот этот момент был. И этот момент до сих пор на вас лежит и очень сильно на вас давит. Как будто бы не подпускает к вам мужчин, людей, да, вот, которые готовы, и достойных, и хороших. И вы как бы одной рукой машете и говорите: вот я здесь, пожалуйста, найдите меня, я хочу любви, я хочу хороших, серьезных, стабильных отношений. А с другой стороны у вас в руке нож, меч, да? Ну и понятно, что мужчина видит вашу машущую руку, к вам приближается, и тут вы его такая мечом: оба, иди, не подходишь. Вот, тут такой момент. Что я вам могу посоветовать? Во-первых, тут надо менять одежду.
менять одежду, менять свое отношение к жизни. И нужно себя заставить стремиться к тому, чтобы была радость у вас, да, радость от самой себя. Смотрите, здесь какой красивый на большом каблуке ботинок. Вам нужно почаще выходить из своей зоны комфорта, выходить из дома, выходить из женского коллектива и быть вот прям такой красавицей. Красавицей, блистать, быть в красивом платье, в красивой одежде, в красивой обуви, обязательно на каблуке. И показывать себя, какая вы есть. Вот так вот. Это обязательно вам нужно делать. Что касается мужчин, то здесь, смотрите, то, что мужчин много, это 100%. Тут многие на вас там посматривают, вздыхают. Как хотите, вот кто там будет писать, что нет, никого нету. Есть, вы просто не хотите их замечать. Или считаете, что с вами там играют и шутят. Вот такой момент тоже может быть. Что касается мужчины-воздыхателя тайного. Но это человек либо не свободный, либо человек с ограничениями. Да? То есть не может к вам не приблизиться, не вступить в отношения. То есть все, что он может, это вот смотреть на вас и вздыхать. Да? Как-то издалека он за вами наблюдает, вздыхает по вам, мечтает о вас. Планы какие-то строит, которые там неосуществимые. То есть такой, знаете, ждун. Ждать он будет еще очень долго. Тут две беды. Либо мужчина не свободен, не может развестись, и поэтому так все происходит. Либо мужчина глубоко закомплексованный. Если глубоко закомплексованный, это хуже, чем женатый. Потому что вот эти комплексы он никогда не поборет. Я вижу, что дорога просто, я не знаю, там настолько закрыта, настолько вот там между вами там океаны и моря, что просто никак не пройти, не проплыть, не переехать. Хотя вы можете жить там, не знаю, там в соседнем доме с друг другом, да, быть соседями на одной лестничной площадке. Но мужчина, если он закомплексованный, то это хуже всего. Там невозможно будет пробить эти комплексы, и он просто вот так и будет о вас мечтать всю свою жизнь до конца. И скажем так, и так и никогда не признается. Да, либо признается под, не знаю, страхом смерти. Такой момент присутствует. Но есть и другой мужчина. Этот мужчина, я не знаю, тут какой-то момент идет, то ли вы один раз виделись, то ли этот мужчина где-то вас в интернете нашел, да, потом по вашей аватарке в вас влюбился. Этот человек будет вас искать. Он будет вас искать, потому что он вас почувствовал, что вы его женщина. Либо, знаете, вот моменты, либо вы вообще не знакомы, да, и этот человек где-то живет с вами там на расстоянии там 1000 километров, да, и чувствует, что где-то там в городе Н живет моя половинка, моя любовь. То есть его ведет интуиция. На самом деле ведут его высшие силы к вам. Потому что этот мужчина, он придет в вашу жизнь, мало того, что он придет в вашу жизнь, он ее наполнит счастьем, наполнит радостью, наполнит любовью. Этот человек будет вашим мужем, либо официальным мужем, либо вы будете проживать с этим человеком, как с мужем в гражданском браке. Вот это произойдет. Этот человек, он вас найдет. Когда это случится? Я скажу так, в течение года. В течение года, у кого-то раньше, у кого-то позже. Просто много людей смотрит. Я не могу там вам четко сказать. То, что мужчина сам вас найдет, вот это 100%. Он к вам идет, он вас найдет. Он просто лежит еще немножечко, знаете, как он еще не вышел в вертикаль. Да? Вы вот смотрите, какая маленькая, да, и он какой большой по сравнению с вами. Он к вам идет, он к вам делает дорогу. Так что не переживайте, ни о чем таком не думайте. Знайте, что этот человек, он, скажем так, вас уже чувствует реально. А кто-то, кстати, мог и познакомиться вот в интернете, либо с человеком, вот недавно совсем вы познакомились. Вот этот человек, он вас не отпустит, он будет с вами, он будет вас и любить, и ценить, и холить, и голубить, и будет, знаете, вот таким вот действительно, вы будете с ним как маленькая девочка, а он будет и защитник, и наставник, и добытчик, вот прям все на себя возьмет. Вот такой мужчина к вам идет. Хороший, очень хороший. И с этим человеком действительно вот он сможет вас уговорить, чтобы вы вот свой нож, да, свой вот этот меч в ножны сложили, да, чтобы вы перестали всех подряд косить этим мечом,
да, и позволили себе хотя бы немножечко счастья. Вот он, знаете, он очень сильный, он сильный по характеру и сильный по воле. Такой человек не сдастся, не убежит, не спрячется, он будет решать все вот прям напрямую. Вот такой момент есть. И это замечательно, замечательно и прекрасно. Кстати, вам идут усы, мои дорогие. Здесь вот усы и как хотите. Либо мужчина усатый будет, либо он такой, знаете, с усами и с бородой. Это мужчина, вот, ну да, бородка тоже, видите, усы и бородка у него есть. Вот этот признак, по которому вы узнаете. Кто-то скажет, я не люблю, я, кстати, сама не люблю усатых мужчин, но вот эта судьба, от нее не уйдешь. Ваш мужчина обладатель усов и бороды, либо просто у него есть усы. Вот такой мужчинка, заросший немножечко идет. Вот, но красивый, слушайте, он красивый будет. Он темноволосый, такой вот, темноволосый красавчик, и карие глаза у него. Вот такой мужчина. А вам понравится. Вам он понравится, если вы уже с ним встретились. Он уже вам нравится, вы о нем мечтаете. А так, когда познакомитесь, будете вот сразу как-то поймаете себя на мысли о том, что я о нем постоянно думаю, я о нем мечтаю, и он мне очень-очень нравится. Вот прям как по душе вам приходится. Вот такой мужчина. Слушайте, мои милые, гадание мое на этом закончено. Я вижу, что все хорошо будет, что вас высшие силы не оставляют, любовь будет и счастье будет. Пожалуйста, дождитесь. И, конечно же, счастья вам побольше, побольше радости от этого счастья. И свадьбу я вам желаю с этим человеком. Счастливую, добрую семью. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.